5 октября мы будем праздновать День молодежи. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, кавалер ордена Кадырова Иса Ибрагимов. Маршаловайс. Да, маршал. И сразу перейдем к нашему разговору. У меня мой первый вопрос, Иса. 5 октября, День молодежи. С чем в этом году молодежь республики встречает свой день, свой праздник? Ну, как обычно, мы свой праздник встречаем на высшем уровне. В республике проходят массовые мероприятия, спортивные, культурные, торжественные. В них активное участие принимает в первую очередь наша активная молодежь. Мы готовимся. Мы уже готовимся и готовы. Уже к празднованию Дня молодежи. 5 октября мы уже готовы. Но об этом Да, чуть позже. И тогда у меня второй вопрос. А вот что значит День молодежи для самой молодежи Чеченской Республики? Вот такой вопрос. Министру молодежи и спорта. Естественно, молодежь этот праздник всегда ждет. Этот праздник, можно сказать, обозначает и подчеркивает значимость молодежи в обществе. И, естественно, каждый молодой человек в республике знает, что 5 октября – это День молодежи. И тоже готовится к этому дню. И, естественно, бывают веселые мероприятия на площадях, концертных залах. Это очень активный день. То есть молодежь нашей республики вся понимает, молодежь республики бывает прям настроена, что это их день. Да, бывает праздничный настрой молодежи к 5 октября. Ну, конечно, это их Это день. не только День молодежи, но и День учителя, День города и, безусловно, День нашего лидера молодежи, день рождения главы республики Ироиса Рамзана Ахматовича Кадырова. День праздника. Это, можно сказать, день праздника. А Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике с чем встречает данный праздник? С какими успехами? И что значит День молодежи для самого министерства? Ну, естественно, День молодежи мы встречаем в суете дел, организации мероприятий, культурно-спортивных, развлекательных в разных районах нашей республики, в том числе в столице республики, в городе Грозном. Мы организовываем массовые мероприятия, где принимает активное участие наша молодежь, не только молодежь, но и дети. Бывает очень весело, бывают призовые, и где любой человек может посоревноваться. А какими успехами мы можем похвастаться? Ну, успехи в этом году в сфере молодежной политики, да, действительно у нас они есть. Наша молодежь всегда принимает активное участие в социально-экономической жизни нашей республики. Создаются новые рабочие места, где трудоустраивается наша молодежь. И в этом году у нас в республике открылось, как и в других регионах, новое движение первых. Также мы в этом направлении, благодаря руководителю регионального совета Ахмата Кадырова, трудоустроили более 70 человек молодых. И также в этом году у нас очень много молодежи принимало участие в форумных кампаниях, больше 500 человек, и уже получили грантовую поддержку порядка 100 миллионов рублей. Это только сфера молодежи, но опять-таки вот у что нас... я хотел спросить. Прошу. Да, у нас опять-таки объединенное министерство, и в спортивном направлении у нас есть тоже очень хорошие результаты. Это возведение новых крупных объектов, которые были необходимы нашей республике, а также открытие малых спортивных площадок, это возведение ФСК в село Бердыкель и новый Верхний Найбер, точнее сказать. А также у нас возводится центр вольной борьбы, это бассейнный комплекс, это теннисный комплекс. Я думаю, что эти объекты послужит дополнительным импульсом развития спорта в нашей республике, поддержка нашей талантливой молодежи. А у вас не идет такое разделение Министерства спорта, Министерства молодежи? Сейчас можно сказать, мы не разделяем друг друга, потому что молодежь это и спортсмены, а спортсмены это и молодежь. Это хорошо сказано. А вот какую роль играет возглавляемое вами министерство в жизни современных молодых людей региона, если задать такой вопрос?
Ну, можно сказать, мы играем основную роль, потому что мы показываем на своем примере, каким должен быть молодой человек, к чему он должен стремиться, какие результаты он должен добиться в той или иной сфере. И что молодой человек должен ставить перед собой цель своей жизни и добиться успеха. А по каким вопросам к вам обращаются, Аиса, молодежь? По В разным основном. вопросам. По разным вопросам, начиная от социальных до экономических, консультативных, правовой системы. Бывает очень много вопросов, мы стараемся оперативно эти вопросы решать. А нет такого, что это министерство и сюда вход закрыт? Нет, нет, нет. У нас в министерстве находятся все общественные организации нашей республики, вход в министерство всегда открыт. Доступ к любому начальнику отдела, директору департамента, в том числе и на прием ко мне. Любой желающий может просто так, если у него возникает вопрос, он может зайти в министерство, обсудить, решить проблему, если она есть. Молодого человека примут, выслушают. Естественно. Это тоже хорошо. А вот какая сверхзадача, если спросить так, стоит перед вашим ведомством на сегодня, в первую очередь? Ну, если взять в спортивном плане, это достижение в сфере спорта, высоких результатов. В этом году у нас очень много чемпионов в России, чемпионов мира, чемпионов Европы, всероссийских турниров, окружных турниров. Это несмотря на все эти турниров. санкции. Несмотря на все эти санкции, мы находим пути, выход на чемпионат мира, Европы. У нас очень хорошие результаты по боксу, по вольной борьбе, дзюдо. Это очень радует, и в том числе прошедшие народные игры жителей юга России. Это Кавказские игры назывались. В этом году принимало участие 19 регионов, и мы заняли второе место, а первое место заняла принимающая страна. Но мы боролись за первое место, но чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть? Да. Ну, чуть-чуть. Если взять молодежную политику, естественно, у нас в первую очередь цель – это воспитание подрастающего поколения, дух и патриотизма, сохранение духовных ценностей, укрепление семейного института. Это сохранение наших традиций и обычаев в И обществе. тут не должно быть чуть-чуть не хватило. Да, и здесь чуть-чуть не хватило, не должно, потому что порицание общества будет жестким. А какими, на ваш взгляд, Аиса, качествами обладает чеченская молодежь? И какими качествами она должна обладать всегда и везде, где бы она ни была? Ну, естественно, это сплоченность нашей молодежи, духовная укрепленность, потому что, видя, как наша молодежь изучает религию, посещает мечети, посещает религиозные места, но наша молодежь, она должна быть впереди, всегда показывать на своем примере, каким должен быть молодой человек. А если у вас спросить о той молодежи, а точнее о работе, которая проводится вашим министерством, вашим ведомством, с молодежью, которая живет за пределами нашего региона, нашей республики? Ну, естественно, у нас есть горячая линия, где обращаются, где поступают звонки, но, опять-таки, министерство не имеет таких полномочий и ресурсов контролировать ту молодежь, которая выезжает за пределы республики. Потому что я всегда это подчеркиваю на любых встречах. Выезжающий молодой человек или представляющие наше общество люди, они не спрашивают нас, можно им это делать. Но вы все-таки работу ведете с той естественно, молодежью, которая живет за опять-таки, пределами? Да, опять-таки мы проводим с этой молодежью работу, выезжаем на места совместно с Министерством информации и печати. У нас проделана большая работа в этой сфере. Ну, эта работа, она будет всегда продолжаться. Они, молодежь, которая живет за пределами нашего региона, она к вам обращается? Если да, по каким вопросам? Естественно, молодежь, которая живет за пределами республики, да и не только, молодежь, которая живет и в Европе, к нам обращается, это трудоустройство, это правовая помощь, это психологическая помощь, это консультация разного рода. Контакты есть? Контакты есть. Тесный да, контакт?
мы ни от кого не огораживаемся. Мы всегда открыты. Если вас спросить, какие интересные проекты вы уже осуществили в преддверии нашего праздника и какие проекты нас ждут? Вот такие важные, вот такие, если можно. Но Главные. к этому празднику на данный момент мы уже буквально на дня открыли 2 площадки спортивные. Это в городе Ачхой-Мартан, уже в городе Гудермес. Также у нас 4 октября будет проходить всероссийский чемпионат по силовому экстриму. Это всероссийские соревнования по парашютному спорту. Это всероссийские соревнования по боксу на призы главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, а также проведение патриотических мероприятий разного рода. Много проектов. Очень много. Задач много. Задач И целей много. тоже. Естественно, у нас в республике в сфере молодежной политики реализуется очень много интересных проектов. Это в первую очередь проект Турпалхуай, который занимается патриотическим воспитанием и также тесно взаимодействует с детьми погибших сотрудников. Мы всегда стараемся вовлекать максимально в наши мероприятия. Аиса, вы меня простите, но тут хочу задать вам вот такой вопрос. Насколько я помню, если я ошибаюсь, вы меня поправите, вы были назначены на пост министра Чеченской Республики по делам молодежи еще в октябре 2016 года. Да, 25 октября. Правильно, да? Да. Помните этот день? Как Естественно. это было? Можно сказать, поменял мою жизнь этот день. Насколько? Очень сильно. Очень сильно поменял? Да. Я почему спрашиваю? Вы сейчас министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Когда было сложнее работать? Тогда министром молодежи или сейчас министром спорта и молодежи? Скажу так. По физической культуре, спорту и молодежной политике. Когда было сложнее? Когда было легко? Признаюсь, в начале без опыта, опыт-то был, но маленький был, но в начале 2016 года министерской карьеры было очень тяжело, потому что приходилось узнавать очень много для себя нового. Много было нового? Очень много. Опыта мало? Опыта было мало. А сейчас как? Но наверстали. 2 министерства. Как можно бы сказать, у вас под рукой. Никаких проблем. Можно нести благодаря той огромной поддержке и авторитету нашего главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича, который всегда нам помогает, наше начинание поддерживает на республиканском уровне, всегда отстаивает наши пожелания и на федеральном уровне в том числе. Вы так говорите, 2 министерства, у вас, как я уже говорил, под рукой 2 министерства, это действительно, это факт. Вы как говорите, все спокойно, хорошо, с улыбкой. А действительно, никаких проблем, никаких сложностей. Знаете, я не знаю ведомств или организаций, или людей, у которых в жизни нет ни одной проблемы, но эти проблемы, они решаемы. Может, этим мы и отличаемся от всех остальных? Да. Что мы все воспринимаем как есть. Да. И в реальности. Спасибо. Аиса, опять же, министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике часто бывает в зоне СВО. Это тоже я знаю. И тут у меня вопрос. Зачем? Это в первую очередь гуманитарная цель. Это налаживание взаимодействия с новыми регионами. Но еще в начале спецоперации мы всегда выезжали в зону СВО к нашим ребятам, которые находились там. Отвозили гуманитарную помощь из регионального общественного фонда. А ныне уже у нас, можно сказать, такая политическая ситуация, что мы уже помогаем новым регионам адаптироваться, развивать спорт и молодежную политику. Последний раз, когда там были? Последний раз, по-моему, в мае месяце. В мае месяце? Да. И Но мы сейчас уже планируем куда? в октябре, после 15 октября, снова посетить новые регионы, именно встречаться с молодежью, проводить с ними разного рода мероприятия, это спортивно-культурные мероприятия. И как нас, молодежь Чеченской Республики, воспринимает молодежь Донецкой области, Херсонщины, Запорожья, Луганска? Как пример для подражания. Как пример для подражания. Да. А как сегодня чеченская молодежь воспринимает и поддерживает СВО? Отмечается, что молодежь России, вы, наверное, это знаете тоже лучше меня, стала ядром
волонтерского движения с начала специальной военной операции. А как у нас дома? Ну, скажу то, что у нас вчера буквально даже проходила патриотическая игра. Мы защитники Отечества, где принимали все районы нашей республики. Это было порядка 20 команд. Игры были прям, можно сказать, на пределе, потому что все ребята были достойны. Это сборка, разборка автомата, это стрельба из пневматического ружья. Ну, наша молодежь, она всегда отличается воинственностью, мужеством и храбростью, то, что мы всегда готовы стать на защиту своей Родины и Отечества. Наша молодежь это понимает. Ну, естественно, наша молодежь этого Задача понимает. СВО тоже понимать. Вы работаете в этом 100%. вопросе с нашей молодежью? Ваше министерство? Конечно, к нам очень много молодых ребят обращаются с целью там, трудоустройства или войти в то или иное спецподразделение. Мы им помогаем, у нас есть четкая налаженная взаимосвязь с нашим и с Росгвардией, и с Министерством обороны, и с МВД. Взаимодействие есть? Да, Совместная работа идет? конечно. Это тоже хорошо. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и мой последний вопрос. К предстоящему Дню молодежи Чеченской Республики, который отмечается 5 октября, какие праздничные мероприятия запланированы? Вы уже начали об этом говорить, но Да. хочется конкретики. Можете рассказать? Да, Что-то раскрыть, опять-таки, если не секрет. Да, опять-таки повторюсь, это всероссийские соревнования на призы главы Чеченской Республики по боксу. Это очередной чемпионат России по силовому экстриму. Это разного рода мероприятия, которые будут проходить в разных районах нашей республики, а также долгожданный турнир ACA. Вся молодежь ждет 4 октября. Но мы всегда стараемся именно не 5 октября задействовать основные мероприятия, а проводить их, начиная там, с 1 октября по 4 октября. А основное там спортивно-культурное мероприятие проводить уже в центре Грозного 5 числа вечером. То есть день 5 октября, праздничный день, он будет насыщен. Да. Мероприятие. Ждем всю молодежь в нашей локации. Хорошо. Мы услышали ваше приглашение. И в заключении нашей программы у вас есть 30 секунд, чтобы обратиться к нашей молодежи, поздравить нашу молодежь с их днем. Камера ваша, прошу. Но в первую очередь хотелось бы поздравить лидера чеченской молодежи, пример подражания, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с этим знаменательным днем, Днем молодежи, Днем учителя, Днем города и с днем рождения его самого. А также хотелось бы пожелать нашей молодежи успехов, удачи и чтобы не останавливались на достигнутом. Далее то будет серии. Аминь. Спасибо. Спасибо, что приехали, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. С наступающим праздником. Всех вам благ. И нашей молодежи, которой вы сегодня руководите. А на сегодня это все, дорогие друзья. Я присоединяюсь ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя. И просто добавлю, с праздником молодежь республики, с праздником молодежь России. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, кавалер ордена Кадырова Иса Ибрагимов. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.